Здравствуйте, это программа «Православный взгляд» на телеканале ТУВА-24, в студии Татьяна Рамазанова. И сегодня в гостях отец Амвросий, ключарь Воскресенского кафедрального собора города Кызыла. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте, отец Амвросий. Прошедшее воскресенье, насколько мы знаем, было посвящено памяти всех святых, а воскресенье, которое уже будет, оно посвящено памяти всех русских святых. В чем отличие? Кто же такие русские святые? Во-первых, давайте все-таки скажем о том, кто такие вообще святые. Есть сложившееся такое некоторое заблуждение, даже не заблуждение, а народное такое отношение к этому, что святые – это некая небесная канцелярия, которой Бог поручает решение каких-то тех или иных задач. Но на самом деле это ведь совершенно не так. Почему? Потому что до того, как появились святые и вообще появились люди, был создан невидимый ангельский мир. И эти ангелы, о которых апостол Павел говорит, что это служебные духи, посылаемые ради тех, кто наследует спасение, то есть ради людей. И вот ангелы в этом смысле более эффективные работники бы были канцелярии. Хотя на самом деле это далеко не так. Ангелы – это те, кто по своей неизмеримой любви выше и ближе к Богу даже, чем люди, но именно из этой любви по послушанию Богу заботится о нас с вами. Как мы с вами как-то в одной из программ говорили о задаче ангела-хранителя, да? Не о том, чтобы огненным мечом, который ему вручен, бить нас по голове за наши ошибки, а как раз защищать нас от невидимых нападений. Так вот, святые – это те люди, которые не просто расслышали голос Божий. Каждый христианин, который осознанно или, может быть, в детстве принял крещение, все равно расслышал этот голос. Другой вопрос, что святые – это те, кто услышал этот голос и стал его активно к нему прислушиваться, исполнять то, что Господь оставил нам в Евангелии, исполнять опыт богообщения не просто, как у нас сейчас говорят, но я в душе верю. Евангелие говорит, вера без дел мертва, но так же, как и дела без веры тоже мертвы. И вот церковь воспоминает одно за другим воскресенье, сразу же за Днем Святой Троицы, за Днем Пятидесятницы, который еще называется Днем рождения Церкви, воспоминает сначала всех святых, а потом отдельно вспоминает святых в земле русской просиявших. Почему? Потому что святые – это, как я уже сказал, не работники небесной канцелярии, это наши с вами родственники. И в духовном смысле, а если говорить о, например, новомучениках и исповедников XX века, то среди нас есть родные, которые до сих пор еще живут. Например, прославленный в 90-х годах митрополит Серафим Чичагов, значит, его прославлением и сбором документов занималась его дальняя родственница, ныне уже тоже покойная, игуменя Серафима Черная. Монастырь, в котором я прожил 11 лет, там тоже были 3 новомученика-исповедника, значит, 20 века. И все документы собрала одна из племянниц одного из убитых вот этих святых монахов этого монастыря. И благодаря этому, значит, вопрос о их прославлении великих святых был, значит, решен достаточно объемно. Вот. И, знаете, в определенных традициях, вот, например, и здесь, в Туве, есть хороший такой момент помнить своих родных там, до 3-го, 4-го, по возможности даже там, дальних еще колен. Мы этого не помним. К сожалению, да, даже у нас есть такая пословица русская: «Иваны родства не помнящие». Так вот, церковь почему прославляет этих святых? Потому что сохраняет свою родословную. Да, она идет от Иисуса Христа в духовном смысле. В физическом мы все друг другу в очень-очень-очень дальнем родстве по нашим прародителям Адаму и Еве. Но вот святые – это наши духовные, а иногда и физические родственники, которых мы должны помнить, на которых мы должны равняться, которых
пример которых может нас поддержать в принятии каких-то серьезных решений жизненных, в состоянии уныния, отчаяния. И помня вот об этом родственном состоянии, нам проще обращаться к ним за помощью. Отец Амвросий, хотелось бы вас, извините, перебить, и все-таки, чтобы наши зрители поняли, святые, это ведь были когда-то живущие, Конечно, реальные да. люди. Да, совершенно верно. Совершенно верно. И самые близкие к нам по времени, как я уже сказал, это либо новомученики 20 века, то есть те, кто во времена коммунистической власти пострадал за веру, ну, или 19 века, такие как Блаженная Ксения Петербургская, очень известная сейчас святая, но это уже тоже 20 века, Матрона Московская. То есть Вот, они все реально жили, все ну, реально Христа восприняли и могли передавать вот эту веру, ну, конечно. и помогать, и помогают до сих пор. И до сих пор, самое главное, помогают до сих пор. Ведь вот особенно у близких к нам по времени святых есть не только жизнеописание, то есть церковное составленное житие, а есть воспоминания значит, их современников. Вот, очень интересное житие, вернее, воспоминания о преподобном Серафиме Саровском. Очень много воспоминаний в разных значит, летописях и личных записках о Ксении Петербургской, так известных людей, да, те, кто жил с ней в одно время. И сейчас очень много таких моментов, когда мы слушаем, читаем, видим моменты, свидетельства о том, что эти святые нам помогают по нашей молитве, а иногда даже и прежде нашей молитвы. То есть бывает так, что человек испытывает какую-то нужду, какую-то проблему, видит во сне некоего человека, мужчину или женщину, ему говорят вот то-то, то-то. Он идет, например, в храм и видит этого человека на иконе. Это Спиридон Тремифунский, это Николай Чудотворец. Кстати, вот очень интересный момент. Почему еще церковь так вот на каждый день недели всегда есть память какого-то святого приходится. Но вот в эти дни общего поминовения всех святых и русских святых церковь не просто так тоже их вспоминает, а потому что, опять же, вот родственные отношения, и мало того, что вера Христова, она надгосударственна, она наднациональна, она надвременна. Есть такой интересный парадокс, ну, это на самом деле хороший парадокс, обмен святыми. Вот один из самых известных русских святых в России, почитаемых, вернее, святых, это Николай Чудотворец. Жил не в России, жил в современной Турции. Мир Иликийский, это сейчас находится на территории значит, Турции. И в России, наверное, нету более известного святого, чем Николай Угодник. А наш почти тоже современник, человек, проживший конец 19-го, начало 20 века, святитель Лука Войно-Синецкий, значит, в миру Валентин Феликсович, известнейший хирург, известнейший врач, который и уже будучи епископом продолжал преподавать. И, кстати, он связан с Тувой тем, что он был архиепископом Красноярским одно время. И вот здесь у нас вот, в кафедральном соборе так поминают архиепископ Красноярский. Хотя последним местом его служения и то, где он сейчас, мощи его находится, это Симферополь. Лука Крымский его еще называют. Так вот, этого святого очень сильно почитают греки, потому что очень часто он является и помогает именно там, вот в Греции. Его очень сильно почитают. И вот в таких вот моментах как сказать, обмена святыми не по границам, не по национальностям, а именно по единению в вере Христовой очень много примеров таких. Да, Спиридон Тремифунский, человек, живший в первые века христианства, живший совершенно в другой стране, совершенно в другой, можно сказать, культуре, но он почитается в России очень сильно. Вот. Святые Нектарий Егинский, тоже почти наш современник 19 века, святой. Греческий, да, Эгина, это один из греческих городов. И он тоже почитается очень сильно здесь у нас в России. Поэтому это вот как раз святые и есть те наши предки, которые нас могут не просто помочь нам, да, мы можем не просто попросить у них как бы некого заступничества, а можем обратиться к ним по-свойски. Вам было тяжело, вы понимали, что такое подвиг во Христе, помогите и нам. И именно такими словами церковь и обращается к ним. Мало того, вот если человек читает утренние и вечерние молитвы, он может, ну, каждая молитва обычно подписана. Молитва такого-то, молитва такого-то. И вот есть хорошее выражение
когда ты поймешь, как можно понять, что тебе эта молитва стала родной, что ты понял эту молитву. В тот момент, когда ты сам себе можешь сказать: о, так это же про меня. Но только кто-то раньше меня это сказал и записал. Вот это состояние, когда человек вроде бы чужие слова воспринимает именно действительно как свои. Осознает, что святой говорил не просто о каких-то ему одному понятных высоких материях, а он говорил о том, что есть. Но вообще для понимания, отец Амвросий, кто такие святые, очень много книг продаются вот у вас в церковной лавке в кафедральном Воскресенском соборе. В Троицком храме, да. В Троицком храме, где можно узнать о житие реальных людей, которые стали святыми. И к которым, оказывается, можно обратиться более по-свойски, чем, допустим, к Иисусу Христу. Но на самом деле вот это тоже такой момент. Знаете, лично мне, как человеку, христианину и священнику, всегда, кстати, вот в этот день, в День всех святых, мы читаем послание апостола Павла, который говорит, описывает вот будущих святых словами: мы имеем облако свидетелей. То есть те, кто огромное количество, то есть подобное облаку, количество святых, которые свидетельствуют о Христе. Но это облако не заслоняет Христа. Это облако, вы знаете, вот в Ветхом Завете народ еврейский шел по пустыне, впереди них днем шел облачный столб, а ночью шел столб огненный. Он не заслонял им дорогу, он им эту дорогу показывал. И вот святые – это не люди, которые стоят между человеком и Богом. Они стоят рядом с человеком. Да. В некоторых случаях помощь святых – это тот момент, когда человек изнемог, когда человек уже, даже, может быть, не знает, что делать. И вот его обращение к святому подобно тому, помощь ему, святого, когда он берет его под руку и поддерживает, когда человек уже, казалось бы, сам упал и изнемог. Вот, но ни в коем случае не заменяют Спасителя, не заменяют Христа, потому что все они, и обращение наше к ним, в том, чтобы помочь нам более полно понять, принять и исполнить себя жизнью Христовой. Ведь они стали сами святыми не сами по себе. Они стали святыми, потому что они приняли Христа и стали Его образом и подобием. Постарались восстановить в себе тот утраченный образ, который человек потерял в грехопадении. Ведь о многих святых говорят, что они действительно помогали людям. Именно святые матушка Матронушка, святая Ксения Петербургская, Лука. То есть получается, что через Господа они получили какое-то знание и смогли помогать Да людям. И не только знания. И даже сейчас вот их мощи, извините, которые вот есть в кафедральном Воскресенском соборе, то есть эта частичка, она до сих пор излучает. Часть тела, да, часть тела святого. То есть вот эта помощь, как они ее получили? Умение помогать людям. Нет, это не только умение. Вот, например, один из самых известных целителей, к которому мы, христиане, обращаемся, его так и называют: великомученик и целитель Пантелеимон. Ведь до того, как стать христианином, он учился искусству медицинскому. Лука Воиносенецкий, он был талантливым хирургом до того, как стал монахом и епископом. Вот. И там, и тот, и другой применяли свое врачебное искусство. Но очень часто, вернее, впоследствии мы прославляем их не за это, а за то, что они, во-первых, проповедовали и приняли до конца, исповедовали Христа, и через это получили сверхъестественные способности. То есть даже не с помощью лекарственных средств. Тот же великомученик Пантелеимон сейчас исцеляет нас, но по молитве к нему мы получаем иногда сверхъестественную помощь и исцеление от какой-то болезни. Кстати, по поводу святых и книг о них. Не так давно, очень популярна, но еще и сейчас эта книга популярна, например, «Не святые святые», написанная нынешним митрополитом Псковским Тихоном. И это его воспоминания о людях, с которыми он жил в Псково-Печерском монастыре. Многие из них уже ушли в вечность. Например, один из самых известных таких священнослужителей, или как мы его называем, старцев Псково-Печерской обители, отец Иоанн Крестьянкин. Сейчас идет разговор, тоже вот как бы готовятся, собираются документы о его канонизации, тоже о прославлении его великих святых. Вот. И это тоже человек,
ушедший вот в 2000-х годах, ушедший в мир иной. Совсем рядышком люди к нему шли за советом, за помощью, за молитвой. Он имел огромную переписку с разными людьми для того, чтобы отвечать на их вопросы, помогать, поддерживать молитвой. Благодарю вас, отец Амвросий, что пришли в нашу студию. Это была программа «Православный взгляд» на телеканале ТУВА-24. В студии был моим гостем отец Амвросий, ключарь Воскресенского собора города Кызыла. Всех поздравляем с православных, всех поздравляем с общими именинами. Спасибо. Всего доброго. До свидания.